Это «Актуальное интервью» в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Ежегодно 4 октября в России отмечается День гражданской обороны. Она является основной частью оборонного строительства и обеспечения безопасности страны и выполняет одну из важнейших функций государства. О нововведениях в законодательстве по вопросам гражданской обороны и об участии республики во всероссийских штабных тренировках мы сегодня поговорим. Гость у нас в студии Виталий Немцов, первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Саха, полковник внутренней службы. Виталий Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Собственно, давайте начнем с нововведений. Какие новшества появились в законодательстве в части вопросов гражданской обороны в России? Скажу, наверное, о самом главном. Президентом Российской Федерации приняты изменения, они вступят в силу с 1 января 2026 года, Федеральный закон 28 о гражданской обороне. Указанными изменениями внесено расширено понятие мероприятий гражданской обороны. Уточнено, что они проводятся не только в особый период, а также в мирное время, в период действия военного положения, в период мобилизации. И к их реализации привлекаются специальные силы гражданской обороны. Следующее нововведение. Уточнены требования к созданию защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны, к порядку выдачи населению средств индивидуальной защиты, к порядку защиты населения культурных ценностей от опасностей и их эвакуации в безопасные районы. Одно из основных нововведений высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации предоставлено полномочия и право на введение в действие планов гражданской обороны и защиты населения на вверенных им территориях субъектов. До этого эти полномочия были только у президента Российской Федерации. Также внесены кардинальные изменения в статью о координации деятельности органов управления гражданской обороны и силами гражданской обороны. Непосредственно сейчас принятие решения на их задействование будет на заседаниях комиссии субъекта по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности. Но, наверное, вот это самые главные новеллы в законодательстве. Я также хотел отразить еще, что МЧС России оказывает серьезную роль в стандартизации в вопросах гражданской обороны и защиты населения территории от чрезвычайных ситуаций. Наш ведущий федеральное государственное бюджетное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт гражданской обороны в этом году разработал ряд ГОСТов, которые уже прошли утверждение, согласование и действительно вступили в силу, введены приказами Росстандарта. Ну, наверное, отражу хотя бы 2-3 из них основных. Один – это ГОСТ «Гражданская оборона, средства индивидуальной защиты органов дыхания». Здесь уточнены показатели, согласно которых мы можем оценивать качество хранящихся на складах резервах гражданской обороны средств индивидуальной защиты органов дыхания, требования к их порядку лабораторного исследования испытаний для оценки качества и возможности использования и требования к тем организациям, которые их осуществляют, эти испытания. Следующий ГОСТ – это ГОСТ «Гражданская оборона, борьба с пожарами». Здесь впервые установлены требования оперативно-тактического, инженерно-технического характера к мероприятиям по защите населения от опасных факторов пожара. Ну и, наверное, еще назову ГОСТ «Гражданская оборона, восстановление обеспечения порядка в пострадавших районах». Здесь установлены основные требования и показатели к формированию указанных подразделений охраны порядка и требования к восстановлению обеспечения общественного порядка в пострадавших районах. К слову о гражданской обороне, если мы сегодня говорим, накануне началась масштабная проверка всех систем оповещения населения. В целом идет большая декада, я насколько понимаю, учебно-штабные тренировки. Накануне в Якутске изучали сирены. Расскажите, как прошли тренировки системы обеспечения, а самое главное, почему не во всех районах города, я не знаю, как по всей республике, но не везде пока слышно сирены. Постараюсь ответить на ваш вопрос следующим образом. В нашей республике региональная система оповещения населения представлена всеми 3 сегментами. Это региональная автоматизированная система централизованного оповещения, комплексная система экстренного оповещения населения и общероссийская комплексная система информирования населения. Она у нас действует в 345 населенных пунктах и обеспечивает охват 91% жителей республики. Значит, сам порядок проведения технического обслуживания и проверки работоспособности систем оповещения населения предусматривает их задействование 2 раза в год. Это установлено 1-я среда марта и 1-я среда октября месяца каждого года. Да, действительно, вы правы, 1 октября в рамках всероссийской штабной тренировки, которая в том числе проводится у нас на территории республики 1-2 октября, непосредственно 1 проводилась проверка региональной системы оповещения с задействованием конечных устройств, с перехватом каналов телерадиовещания, с аудио, видео и текстовым сообщением. Внимание всем, проводится проверка системы оповещения, просьба сохранять спокойствие. Предварительные данные проведенной проверки и технического состояния нам дают понимание, что она готова
и работоспособна к действиям. Ну, а если некоторые, конечно, аспекты, возможно, не ее незвучание громкоговорителей в некоторых точках, как столицы, так, возможно, и по муниципалитетам, потому что это в целом по всей республике проводилась проверка, ну, будет сейчас оцениваться, результаты будут докладываться специально созданной комиссией главе республики для принятия решения по возможному техническому восстановлению, ну и так далее. Ну и, что называется, физику еще никто не отменял. Виталий Михайлович, к слову, давайте еще про тренировки поговорим. Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне у нас проходит. Есть ли сегодня какие-то результаты, какие предприятия можно отметить? В целом, какой протокол? Вот я знаю, что накануне прошли антидроновые различные мероприятия, отработали там нападение дронов. Вот какой сценарий? Давайте я вам скажу, что она у нас проводится. Во-первых, это всероссийская штабная тренировка. Безусловно, проводится на территории нашего субъекта в Республике Саха-Якутия. Предполагает проведение 1-2 октября в 2 этапа. При этом 1 числа было проведено заседание под руководством главы республики, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, где он ввел в действие план гражданской обороны защиты населения республики, дал указания органам управления на задействование сил и средств гражданской обороны. Вы правы, да, проводятся практические отработки на территории объектов жизнеобеспечения, энергетики, топливно-энергетического комплекса по предупреждению возможных атак, условных атак вероятного противника, с задействованием радиоэлектронных средств безопасности по борьбе с беспилотно-летательными аппаратами, в силу того, что это сейчас актуальная тема, с введением в готовность защитных сооружений гражданской обороны на объектах категорированных, где они есть. Также в городе Якутске, в столице, мы задействовали сборно-эвакуационный пункт, пункт посадки населения на транспорт для эвакуации в безопасные районы и станция обеззараживания техники и людей. К слову о людях. Я вот понимаю, что предыдущее, о чем мы с вами говорили, это, по сути, подготовка специалистов, которые ответственны у нас за гражданскую оборону, за действия в режиме чрезвычайной ситуации. А как подготавливают гражданское население? Хотел бы напомнить, что согласно требованиям законодательства у нас подлежат обучению в вопросах гражданской обороны 5 категорий. Это руководители всех уровней, это, безусловно, обучающиеся общеобразовательных учреждений, учреждений среднего и высшего образования, это работники предприятий и организаций, это неработающее население и преподаватели специальных дисциплин гражданской обороны и защита населения территории от чрезвычайных ситуаций. Вопросы обучения включают изучение основных приемов защиты от опасностей, изучение действий и практика по сигналам оповещения, и изучение приемов оказания первой медицинской помощи, ну, конечно же, приемов и правил пользования коллективными индивидуальными средствами защиты. Само обучение проводится у нас в Академии гражданской защиты МЧС России, либо в учебно-методических центрах субъектов Российской Федерации, либо в учебно-консультационных пунктах, которые создаются муниципальными образованиями. К слову сказать, у нас на территории республики создано 83 учебно-консультационных пункта. В общеобразовательных учреждениях у нас ведется соответствующее преподавание на 2 дисциплинах. Особое внимание хотел бы я уделить, что у нас в республике активно функционирует региональное отделение всероссийского движения, детско-юношеского движения «Школа безопасности». В рамках указанной работы мы, Главное управление, совместно с Министерством образования и науки республики, при взаимодействии с государственными бюджетными учреждениями «Спасательная служба» и Государственная противопожарная служба республики ежегодно проводим соревнования «Школа безопасности». В этом году мы их провели 23-25 августа в селе Старая Табага. Мероприятие приняли именно с отработкой практических действий. Согласно положению, 3 дня проводилось 48 учащихся в 2 возрастных категориях. Ну, хотел бы отметить победителей. В старшей возрастной категории ими стали команда Павловская средняя образовательная школа Мегана Кангаласского улуса, а в младшей возрастной категории команда Амгинской станции юных туристов. Виталий Михайлович, к слову о тренировочных мероприятиях хочу вопрос практически задать. Отрабатываем регулярно различные сценарии, надеваем вот эти вот все свои какие-то сумки, в общем, у нас есть у всех рабочие. Большая сложность у меня вызывает надевание противогаза. Я не знаю, но это что называется, если случится какая-то история, паду смертью глупых. Вот и я знаю, что у многих моих коллег, у многих тех, кто на этих тренировках задействован, это самая большая сложность надеть правильно противогаз. В чем здесь загвоздка и как вообще правильно его использовать?
Тут же еще что-то нужно раскрутить. Я как человек далекий вообще. Ну, фильтрующие противогазы, Вот, как да. средство индивидуальной защиты органов дыхания, есть разных типов. Давайте, во-первых, я скажу, что у нас, если говорить о сотрудниках, специалистах гражданской обороны, есть соответствующий норматив по одеванию противогаза. Если правильно помню, то нормативное время 5, 6, 7 секунд. Это, соответственно, Да. пятерка, четверка, тройка. Большие временные интервалы это уже не удовлетворительно, а фактически в соответствующих условиях и современных реалиях это летальный исход, не будем о Ну плохом. вот, я об этом и говорю, да. Но правильность одевания, во-первых, конечно же, стоит заниматься подбором, подгонкой. Средство индивидуально должно соответствовать вашему размеру головы. Оно должно, соответственно, обслуживаться вами. Должно протираться соответствующие визуальные части, через которые вы осмотр территории ведете, когда делите на себя средства. Ну, а, конечно же, самое главное при его одевании задержать дыхание, одеть средство на голову, расправить его. Ну, и у нас еще одевают, конечно, головной убор. Само средство должно находиться в подсумке. Соответственно, вы подготавливаете его к использованию. Ну и в случае, когда либо отработка учебная, либо, конечно, реальная, вы должны его быстро достать и, как я уже сказал ранее, произвести действия по его одеванию. В принципе, сложности, проблемы тут при соответствующей подготовке и тренировке нет. Ну что ж, пойду пробовать после нашего с вами интервью. В заключение, у нас близится 93-летняя годовщина со дня образования гражданской обороны в России. Давайте поздравим коллег. Да, конечно же. Уважаемые ветераны, начну с вас. Уважаемые действующие сотрудники, военнослужащие и работники Главного управления, специалисты гражданской обороны, организаций, предприятий, соответствующих министерств республики. Сердечно вас поздравляю с наступающей 93-й годовщиной со дня образования гражданской обороны Российской Федерации. Безусловно, отмечаю актуальность указанных мероприятий в нынешней военно-политической обстановке как в мире, так и в нашей стране. Вызовы, которые сейчас бросаются, оказывают влияние не только на благополучие, благосостояние нашего населения, а в том числе на безопасность нашей страны, возможно, даже, конечно же, ее территориальную целостность. Поэтому, действительно, данные вопросы актуальны. То, что я сказал в самом начале, вы спросили, актуальны те новшества, новеллы законодательства, которые принял и утвердил президент Российской Федерации. Коллеги, я знаю, что вы отличаетесь огромным профессионализмом. Полностью уверен, надеюсь, в вашем стремлении помощи и содействия в поддержании порядка, общественного порядка, в том числе в пострадавших районах, оказания содействия населению. Я поздравляю вас с наступающей датой. Желаю здоровья, благополучия, безусловно, мирного неба над головой и всего самого хорошего. Виталий Михайлович, я присоединяюсь к вашим поздравлениям. Благодарю, что вы пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Большое спасибо. Это было актуальное интервью. До встречи.